Казахский семикратный чемпион мира по тайквондо, обладатель 7-го дана, международный тренер по тайквондо, основатель высшей школы тайквондо, основатель турецкой и казахской школы тайквондо, актер Мустафа Кабылович Абдурахман Остюрк. Отец Мустафы, Кабен Кажы, был известным палуаном. Во время состязаний по борьбе в Турции он поборол сильного местного борца. Турки, восхищенные мастерством Кабена, назвали его своим братом Тюрком и дали ему прозвище Остюрк. Отсюда и пошла фамилия семьи Мустафы Остюрка. Представитель казахской молодежи Ильдос Масалим гордится встречей с Мустафой Остюрком, мастером в зените славы в начале 1990-х годов, когда Казахстан только обрел независимость. В то время о нем уже ходила легенда как о казахском мастере тайквондо, тренировавший в сборную Турцию и снимавшийся в кино с Брюсом Ли в Тайване. Остюрк к тому времени побывал в нескольких областях Казахстана, встретился со своими фанатами и в отдаленном Урджарском районе Восточно-Казахстанской области. Весной 1990 года Мустафа Остюрк по приглашению властей Казахстана впервые приезжает в историческую родину. В своих воспоминаниях он отмечал: когда сел в самолет, увидел людей, говорящих на казахском языке. В самолете услышал казахский күй. Я никогда прежде не ощущал такого волнения. Мать спортсмена Разия тоже приехала с сыном в Казахстан. В интервью центральному телевидению она тогда сказала: «Я мечтаю о том, чтобы мой сын служил своей нации». Осенью 1990 года Остюрк навсегда переезжает в Казахстан, чтобы обучать казахскую молодежь тайквондо. В 1991 году он создает Казахстанскую федерацию тайквондо. В 1992 году Казахстан становится членом Международной федерации тайквондо. В тот же год Мустафа Остюрк получает гражданство Казахстана. В 1992 году его ученики впервые выезжают на международные соревнования в Турцию и возвращаются с 2 золотыми медалями. В 1995 году казахстанские спортсмены, воспитанники Мустафа Остюрка, заняли 2-е место в чемпионате мира среди военных, уступив лишь команде из Южной Кореи. В 1994 году Мустафа Остюрк выдвинул свою кандидатуру в депутаты парламента Казахстана, однако не смог набрать достаточное количество голосов. Он продолжает заниматься тренерской деятельностью. В 1995 году Мустафа Остюрк умирает в одной из больниц Алматы. По словам друзей, 11 марта 1995 года во Дворце спорта имени Палуана Шолака проходили соревнования по кикбоксингу. После их завершения Остюрк сказал, что чувствует себя плохо. Его увезли в больницу. Друг Мустафа Остюрка, Мамед Дамир, вспоминает: 15 марта ему стало хуже. В 5:30 вечера он ушел из жизни. Друзья, находившиеся рядом с ними, сказали, что его отравили. В 1995 году в стране буйствовали рекетиры. Должно быть, некоторым не понравилось приезд в страну Мустафы, его повышение. Мы думаем, в его еду добавили яд. Медицинские учреждения, где лечили мастера тайквондо, и власти не подтвердили этого предположения. Мать увезла тело сына в Стамбул, где и похоронила его. Сама Разиапа умерла в мае 2012 года в Стамбуле. Его вдова Нуриля, сын Назирбек, 2 дочери Несли и Аслы живут в Мюнхене. Мустафа Остюрк, владеющий кроме казахского еще английским, китайским, японским, корейским, немецким языками, снялся в 6 фильмах в Турции. В нескольких населенных пунктах Казахстана и в городе Алматы есть улицы с названием в честь Мустафы Остюрка. Центр тайквондо в Алматы носит его имя. Здесь часто проводят мероприятия, пропагандирующие тайквондо.